Так, начнем с ассаламу алейкум. Добрый день. Сегодня 22 марта 2024 года, 16 часов 35 минут по Берлину, 17 часов 35 минут по городу Джохару. И я вас всех сердечно приветствую, друзья. Сердечно приветствую. Сегодня у нас, как обычно, уже по заведенной традиции дневной стрим. И, друзья, все по старой схеме. Распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Если вы не находитесь в фашистской России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Я обратил внимание, кстати говоря, друзья, что именно вот эти мои слова начали говорить на канале «Настоящее время». Начали говорить, ставьте лайки, распространяйте ссылку, если вы не находитесь в России, в Беларуси, там еще где-то, по-моему, они говорят. Это говорит о том, что люди там работают качественно, для людей. Они не хотят навредить людям, это говорит о том. Это говорит о нравственности этого канала «Настоящее время». Смотрите «Настоящее время» и «Голос Америки». Ну и, конечно же, реалити. Так, друзья, давайте я вам расскажу о событиях от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. От Генерального штаба Вооруженных сил Украины. О потерях русистов на территории Украины. Общие боевые потери убитыми и ранеными за прошедшие сутки: 870 террористов, 8 танков, 37 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, 2 антиаэркрафт, 23 БПЛА, 31 крылатая ракета, 45 автомобилей техники и цистерны, 8 спецтехники. Слава ЗСУ, парни! Вы лучшие. Вы соль земли, парни. Вы лучшие. Так, да. Начнем с... Так, мы уже в эфире, тут все нормально. Сегодняшний свой стрим, витаю, Иван, витаю, дорогой. Сегодняшний свой стрим я назвал «Подготовка к войне. НАТО принимает меры». И давайте об этом поговорим. Потому что, как мы видим, президент Франции Макрон сказал, что там соберет коалицию, отправит войска, там 3-10. И мы понимаем, что в Украине нужна поддержка, и мы должны все всячески помогать Украине. И, конечно же, одними новостными выпусками и аналитическими программами делу тут не поможешь, и нужно вмешательство НАТО. И, на мой взгляд, я полагаю, что вмешательство НАТО, оно, имеется в виду военное вмешательство. Так-то НАТО с первых дней и помогает, и поддерживает, и все остальное. Ну, на мой взгляд, что сейчас будет военная помощь. Именно солдаты отправятся в Украину. Давайте обо всем этом поговорим. Пишите ваши комментарии, друзья, ставьте лайки, если вы не в России и не во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. И давайте обсуждать эти вещи. Так. Вітаю, Аслан, та всіх людей доброї волі, Маш Вовель, Іван. Вітаю тебе. Так, Машал Ду Сансей, и я Вигаду Дейлер Села Машал, Хойль Вига Масарга. Маш Вовель, Аслан Арцую, когда я на тебя подписался, у тебя было 35 тысяч подписчиков. После этого, я думал, больше не будет, но все может меняться. Демократ, Репабликан. Ну да, у меня 35 тысяч, демократ, было на протяжении, наверное, лет 3, наверное, если не больше. Потому что вот эти 35 тысяч я практически за полгода мы успели набрать эту цифру. За полгода, за год, наверное, мы успели набрать эту цифру. И после этого наш канал запретили на территории фашистской России. И всячески
дискредитировали лично как меня, как ведущего, и весь канал, и все, что мы делаем, начиная там ФСБ, МСБ, там, третье, десятое и так далее. Поэтому, поэтому вот такие вот дела. Сейчас я не знаю, что произошло с каналом. Блокировка с канала сейчас снята, все претензии сняты. Монетизацию я не включаю, потому что не считаю нужным вам засорять этой рекламой вам новость, программу, которую вы смотрите. Очень меня раздражает, когда у кого-то другого, когда ты смотришь, занят чем-то, и у тебя появляется реклама. Нужно нажать, чтобы переключить эту рекламу. Поэтому пока не буду, посмотрим, если уже нужно будет как-то развивать канал, то я думаю, тогда, может, и включу, но пока не буду включать вам монетизацию. Но блокировки сняты, и все равно на территории России запрещен канал. Ну и канал развивается, каждый стрим у нас подписывается 500, 700, 1000, 1200 человек. Один стрим 1750, 1700 человек, что ли, подписалось. Ну, как-то так, друзья. Да, поэтому и ты почти, можно сказать, с первых дней демократ получается, потому что с первого года наш подписчик. Чем дольше будет идти война в Украине, тем слабее будет российская армия, тем смелее будет действовать НАТО. СЦ, да, абсолютно так. Но тоже очень странно. Тоже очень все странно получается. Россия мобилизует людей, пока у нее все плохо, конечно, все отвратительно у русских, все отвратительно, тяжело им, но при всем при этом я удивлен, я знал русских, я знаю русских, русский народ все знал, я знаю, что они очень пассивные, очень неактивные, их, очень тяжело их раскачать на что-то, да, завести их под что-то. Но чтобы вот так они выстраивались и шли на эту смерть, до сих пор трудно это осознать, что за что, ради чего. Было бы там, пришел там фашист на твою землю, захватывает тебя, я не знаю. Было бы что-то там другое, понятно. Ничего, никакой мотивации, ничего, просто телевизор сказал, вот вся мотивация. Русские, вы меня удивляете каждый день. Изюминка должна быть, она у вас нашлась, Леон. Я подписался на тебя в 2019 году. Ну вот тогда в 2019 я канал и открыл. Как раз через полгода, наверное, как раз ты тогда я подписался. Отлично. Значит, ты сторожил будешь. Ну, что ты можешь сказать, демократ, республиканец, какой вклад ты сделал для развития нашего общества за это время? Уже 5 лет, считай, ты же. Аслан, нам нужно больше оружия, а не гуманитарии. Нам в ВСУ нужны волки, а не бараны. Иван, абсолютно, совершенно верно, совершенно так. Ну вот смотри, Гарри Табах, я слышал, говорил про создание частной военной компании на территории Украины. Чтобы можно было с других государств, стран, людей брать, и чтобы у них какие-то гарантии, чтобы у них все это было. Пока тоже тишина по этому поводу. Возьмем, например, чеченцев. Чеченцы тоже поехали бы, если бы была бы четкая, ясная позиция в отношении чеченцев. Да, парламент принял, и я чеченцев как пример беру. Парламент, Верховная Рада приняла поправки, и все, и на этом как бы стоит дело. Потом Ахмед Закаева туда приглашают, который обещал, на самом деле, нужно признать, в отличие от меня, от других наших спикеров, которых можно услышать, Ахмед Закаев говорил, что он сейчас соберет армию, все чеченцы будут воевать там, он готов. Это я помню, он это говорил в самом начале вот этой широкомасштабной войны. И, видимо, таким вот образом он завоевал там сердца некоторых украинцев,
которые посчитали, что да, давайте возьмем Ахмед Закаева, и все чеченцы ломанутся сюда. Ну, конечно же, это же фейк, это же неправда. Ахмед Закаевым точно не ломанул. Ломануться особо и так не каждый хотел бы. Но можно было бы, например, создать чеченские дивизии, группы, батальоны в полном масштабе, как бы, ну, с настоящей легитимной властью, реально, чтобы армия воссоздавалась. Понимаете? А то, что вот делает Закаев, это симулятор. И я, например, это вижу и это говорю. А если я это сказал, чеченцы это быстро разносят. Кроме того, что я это сказал, чтобы не было, что я тут сказал и так далее. Ахмед Закаева знают и так, и без меня тоже знают. Но тот, кто не знает, тот может послушать меня и сказать, нет, давайте. А если у тебя все стопроцентно не лежит, у тебя душа к этому, ну это же билет в один конец. Как известно, с войны не возвращаются. Даже если ты остаешься в живых, ты уже совсем другой человек. Ты уже становишься и грустным, и свет, и яркость в глазах тускнеет. И, ну, сами знаешь, Иван, сам ты знаешь, видишь все это своими руками, как люди меняются, становятся другими людьми после войны. Поэтому для этого нужно очень серьезно быть уверенным, куда ты идешь. Но это не только чеченцев касательно. Я хочу сказать, что ваши власти, украинские власти, не делают до конца то, что следовало бы делать. Не делают. Вот эти РДК, Свобода, Легион России, там, сибирский батальон, там эти есть. Невзорова приглашает к себе. Вот эти вещи, они же не способствуют, чтобы вам люди, вот, кто готовы сражаться готовы. Если думают русских переманить, ну, русские, конечно, переманятся, россияне, я имею в виду, русские россияне, в какой-то степени, кто-то переманится. Есть там Стеньки Разины есть, и там дерзкие есть, и воевать любители есть, всякие есть. И понимающие есть, что их дурят, что их отправляют на несправедливую, бесперспективную войну. Ну, что-то не очень много мы видим. И вот этих ребят, которые сейчас сражаются где-то под Белгородом, где-то там что-то делают, тоже все это как-то неоднозначно все, понимаешь? Как-то неоднозначно. Алейкум ассалам, нохчу машволь. Потом в 2020 году его запретили. Ты имеешь в виду, мой канал запретили, то, что на территории России? Так, есть такое, запретили, по-моему, в 20-м, да, его запретили. Русские 99% фашисты, говорю вам как россиянин. Да, сталкер, это так. К сожалению, это так. Я узнал о твоем канале в декабре 2019 года. Ну вот в декабре у меня было как раз демократ 35 тысяч подписчиков. И вот с тех пор они мне списывали. Каждый день у меня добавлялись, они списывали. Сперва там по 100 человек они списывали, потом я жаловался в YouTube. Потом начали по чуть-чуть списывать, чтобы как-то незаметно, естественно. Я все это прошел, наблюдал. И вроде как бы даже вот мне надо было писать в YouTube какую-нибудь очередную жалобу, вот, доказательной базы недостаточно было, что, возможно, мой канал не интересен, возможно, там еще что-то, потихонечку отписывается. Вот это все было, я помню. Можно сделать просто как французский легион. Да, нужно так сделать, Иван. Нужно делать, нужно собирать, нужно людей, которые умеют воевать. Пускай остальная часть общества обслуживает вот эту армию, вот этих бойцов. А непосредственно костяк, воюющий костяк, они должны состоять вот из людей, кто умеет, любит это дело, профессионал в этой области. Нужно, да.
Тогда интересны были разговоры в чат-рулетке. Да, чат-рулетка была интересна тогда. Добрый вечер. Вы герой Ичкерии и Украины. Хотел спросить у вас насчет сына Масхада. Он патриот Ичкерии? А, Добрый вечер. Здравствуйте. Я не знаю. Не хочу комментировать этого человека. А я так-то ничего не сделал для продвижения канала, но хотя бы узнал много от тебя о России, о системе КГБ, ФСБ. Это хорошо, что ты узнал, демократ, репабликан. Я не для канала говорю, я говорю для нашего дела, общего дела. Что ты сделал? Привет, чертовка, привет. Вы за Ичкерию, говорит, спрашивает. Какая у вас идеология? Я правозащитник, да, я за Ичкерию, конечно. Моя идеология права человека. Есть такой сильный и правда за тобой. Зачем ты на русском языке ведешь пропаганду среди русскоязычных? Ну, я не знаю, каждый раз вам отвечать на этот вопрос. Я общаюсь с людьми, которые не говорят на чеченском, понимаешь? Чеченцы говорят, на чеченском говорят 1–1,5 миллиона человек. Кстати говоря, я тебя поздравляю, тебя тоже поздравляю с тем, что сейчас Android и на Apple iOS, да, по-моему, называется эта программа, эта система. Там ввели все на чеченском языке, теперь можно пользоваться. Все было отлично. Так что все нормально, да. А так, я хочу, чтобы, Марио, украинцы узнали о нашем опыте. Я хочу, чтобы русские узнали то, что они с нами творили, и тоже узнали, что их обманывают, что их дурят, что используют на преступной войне против абсолютно людей из страны, которая ничего им не сделала плохого. Я рассказываю это для американцев, для немцев, которые вообще про вас ничего не знают, а я знаю про вас кое-что. И я хочу донести до людей правду объективно. Для этого я пользуюсь вашим языком. Не зря же вы мне в школе его долбили, учили, там, вдалбливали мне его в голову. Ну вот, научился. Теперь терпите, дел. Аслам, мне твое терпение. Да, терпение, конечно, у меня уже не то, скажем так, уже не то. Привет с Кабардино-Балкарии. Привет, привет. Кабардино-Балкария, привет. Так, ва алейк салам, Моведин. Ва алейк салам. Так. Слава Украине, свободу Ичкерии, говорит Моведин. Героям слава, Моведин, героям слава. А что надо русскоязычных? Надо агитировать на китайском языке. Иван Петрович, мне нужно было сразу перейти к твоему комментарию и просто ему повторить. А я вместо того, чтобы разглагольствовать на 3 минуты. Совершенно верно, что на китайском мне доносить. Ты поддерживаешь США, а про Сирию забыл, там мусульмане. И ты так говоришь, хайван ты, говорит, татарин. Ну, во-первых, татарин, я, наверное, один из немногих здесь в Европе, который ни одного митинга и протеста в поддержку сирийского народа не пропустил. Как с первого дня я сюда приехал. Вот здесь и в Гамбурге, и в Берлине, и здесь писал, и распространял информацию, всячески привлекал к проблеме сирийского народа. Я один из немногих, кто это делал. И вот такие вот люди, которые много говорят и из себя представляют немного больше, чем надувной шарик, вроде вас, татарин, с ником татарин, хочу сказать, что я что-то делал. И причем здесь американский флаг? Вообще, каким боком вообще к Сирии имеет Америка? Там началась война, гражданская война, которую поддержали европейцы, с одной стороны русские. Ваши, русские, татарин.
поддержали Башара Асада, а с другой стороны европейцы поддержали оппозицию. Потом все далеко зашло, и европейцы умыли руки. Они так иногда делают. Не иногда, очень часто даже делают. Умыли руки, сказали, так, это бардак там и так далее. А умыли руки, знаешь, на каком основании? Тоже я же этим вопросом занимался плотно. Я еще в Москве жил, я занимался постоянно. Писал об этом, говорил. Дело в том, что демократическая борьба вот этой оппозиции была заменена после того, как Башар Асад применил жесткие репрессии, начал людей убивать, расстреливать, и остались люди, которые готовы были сражаться, и их вывели, как бывает, выводят некоторых вперед, для того, чтобы отвлечь внимание, вывели религиозно, а на войне, как мы знаем, неверующих нет, атеистов в окопах не бывает. И они начали говорить Аллаху Акбар, инша Аллах, там, и так далее. Их представили как все радикальные эти. Европейцы воспользовались этим моментом, умыли руки, соскочили, и бедный сирийский народ остался в лапах тирана, палача Асада и русских террористов, которые пошли ему помогать, которые ему всячески помогали. Поэтому ты иди лучше на Кремль, а не мне здесь предъявляй, и не Америке. Америка туда вошла только уж потом, когда уже от этого бедного сирийского народа уже практически ничего не оставалось. И благодаря тому, что туда зашли американцы, там стабилизировалось, и хотя бы какой-то худо-бедный мир там появился. Ну, еще ваша фашистская русня напала на Украину, и вот из-за этого и уже было чуть-чуть не до Сирии и так далее. Ну и физически выдохлись многие. Поэтому Америка, если там какое-то участие принимала, то она принимала минимально, и вины ее там нет вообще никакой. Понимаешь? Это твои русские террористы. И, кстати говоря, такие же, как ты, татары, наверное, туда под видом мусульман, братьев, ездили помогать этим Башар Асадовцам убивать других мусульман. Как-то так. Привет вам из Казахстана. Слава Украине, слава Ичкерии, Аллах Казахстан, Саид. Привет, Казахстан. Аллах Казахстан. Так, я смотрю, тролли активизировались. Ну, давайте, активизируйтесь. У нас смотрят не так много, как обычно бывает. Так что давайте, поднажмите. Так. Витаю, пане Асла. Витаю, пан Иван. Витаю вас, дорогой. Почему люди вы так не собирали эфиры, когда Донецк обстреливали? Так интересно. Шайдул, а так вы не обстреливали так Донецк. Не было же этого. Это же все фейк. Как и распятый мальчик, и там съеденные снегири, запрет общения там на русском языке. Когда вы сказали, что запретили на русском языке разговаривать, я поехал в Киев, это было в 19-м, не помню сейчас в каком году, в 20-м году, и искал людей, с кем можно говорить по-украински, не то что по-русски, мне кто-то запрещал там говорить. Там все говорили на русском, таксисты в гостинице, на улице, все говорили на русском, в ресторане. Никакого вообще запарки не было, что я говорю на русском. Понимаешь? Такие вы интересные. Ассаламу алейкум, Аслан, привет всем участникам стрима. Ва алейкум салам, Хагдан Таизде. Ва алейкум салам, Хагдан. Это турецкое имя, да, Хагдан, или азербайджанское Таизде? Так, а что это? Это же введение людей в заблуждение. Русские сами по себе хорошие люди.
Сами по себе, ну что ты имеешь в виду, хорошие люди? Люди, которые как люди. Но только когда они становятся имперцами, это фашизм, понимаешь? Это человеконенавистническая идеология, русизм. Когда вы говорите, что Украина это ваша территория, Ичкерия это ваша территория. Вы это не замечаете, вам-то что, вы-то там покорили, завоевали, убили весь народ или половину там истребили, взяли самое дно из этого народа, и это дно вам прислуживает, и вы там руку за голову, там на живот руку положили, и там «О, молодец, молодец, давай. Это же фашизм, понимаешь? Если ты этого не понимаешь, то у тебя проблемы. И эти проблемы НАТО вылечит, понимаешь? Русизм– это болезнь, и она не лечится. И НАТО ампутирует вам этот русизм. По самой не балуйся. ЗСУ и НАТО, точнее. А ЗСУ это уже НАТО, поверь мне. Тебе ампутирует вам эту вашу, да? Потому что это человеконенавистническая идеология. Вы этого не понимаете. Вы думаете, хорошие люди, в порядке, да, и так далее. Но нацисты в 40-х годах, в 30-х годах в Германии тоже были хорошие люди. Они любили детей, ходили в рестораны, слушали Баха, Бетховена. Интеллигентные люди были, я тебе скажу. Даже в отличие от совков. Понимаешь? А какой ужас они натворили, как и вы творите, понимаете? Вы этого не замечаете просто. Вы убили 300 тысяч чеченцев, и как будто этого не было. За что? За одного убитого человека дают там 15-20 лет пожизненный срок. Вы убили 300 тысяч наших людей, наших граждан и наших русских в том числе. Каждый раз вам приходится это напоминать. Потому что вы до того фашисты, что убить чеченца вам даже кажется это плевать. Понимаете? Убить чеченца это естественно для вас. Убить чеченскую женщину естественно для вас. Понимаете? Вы фашисты. Вот это самое страшное. А так, конечно, вы там любите детей своих, ходите в магазин, в кино. Как-то так, да. Так, когда я только узнал твой канал, начал много смотреть и слушать тебя. И в одно время я задумался, а ведь оно так и есть в России на самом деле. Ну вот, видишь, а ты знаешь, что ты не первый мне это говорит. Я очень многих людей разбудил. И это была моя задача на самом деле. Моя задача не была деоккупировать там, водрузить флаг над Кремлем там и так далее. Нет, моя задача была объяснить чеченцам, что нас обманывают. И не только чеченцев. И думающим другим национальностям тоже. Нас обманывают. Нас ведут как баранов и используют на убой. Давайте не будем позволять себя так легко использовать. Для этого мы свободные люди, живущие в 21 веке, имеющие возможности коммуницировать друг с другом. Нам достаточно просто собраться умным, честным, порядочным людям и обсуждать наши проблемы, вне зависимости от национальности. Если появляется какая-нибудь фашистская идеология, мы должны о ней сказать, это фашистская идеология. Не подходите к ней, берегитесь ее. Это опасно и для вас, и для нас. Отлично, мне приятно слушать такие вещи. Когда я понимаю, я вчера разговаривал, голосовое сообщение получил от одного парня, который говорит, я тебя послушался из-за этой мобилизации и выехал из фашистской России, из временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. И, говорит, не жалеет. Мне приятно. Я рад, что одному человеку я смог помочь. Что я ему... Это, может быть, эта чаша была его весов, которую моя капелька, она перевесила, и он принял решение уехать. Я рад этому. Ой,
война идет, войска Иисуса и войска Даджаля. Вы говорите о мужском, но бросили свой дом и пошли хаять страну, которая вас вырастила. Dream Beaver, да, или там-то с таким, ну зачем писать английский ник, ты же русский, кто ты там, воин из войска Иисуса. Аллахи салату вассаламу, как ваш этот Абти Алаудинов говорит. Самое интересное, Дрим, мне так смешно наблюдать за вами, потому что я уже человек не молодой, я уже все это видел на своем веку. И когда мы говорили, что мы воюем за свободу, за Божьи законы на земле, вы выискивали нас, смеялись над нами, над нашим Богом. Ваш президент Путин говорил, что я буду, если надо, воевать с вашим Аллахом, буду воевать, если он говорил. Вы смеялись над теми, кто не хотел жить под вашим гнетом, и осталась только вера в Бога. Больше ни сил, ни возможностей, ни оружия, ничего нет против вас. Один автомат и 2-3 рожка. И вот против вас сражается. Так вот, вы убивали их, если вы их пленили, вы их унижали, насиловали, опускали, чтобы сломить волю на него, пилой отпиливали им руки, ноги, насиловали их родственников, женщин, мужчин, детей. Только лишь за то, что они верят в Бога. И это делал Абти Алаудинов вместе с вами, вашими вот этими террористами и оккупантами. Абти Алаудинов был замминистром внутренних дел по Чеченской республике. И Руслан Алханов, есть министр внутренних дел, был, по крайней мере, не знаю сейчас, этот старый потомственный КГБшник Руслан Алханов, как и ваш министр Нургалиев, бывший, он тоже из КГБшников потомственно. И Абти Алаудинов был у него заместителем. У меня на этом канале, в YouTube-канале есть это видео. Они через компьютер, интернет вербовали девчонок, а им нужно показывать, что в Чечне терроризм. В Чечне бандиты, террористы. Так вот, чеченцев они столько уже поубивали, что чеченец, к слову, вот этот ваххабизм, терроризм, исламизм, там, сопротивление фашистской, вот этой русской оккупации, чеченцы вообще это забыли, замолчали, спрятали это далеко у себя где-то в голове, потому что это было очень опасно. Убивали не только тебя, убивали всех твоих родственников. Так вот эти ваши Абти Алаудинов, вот этот командир войска Иисуса, саллаллаху алейхи вассалям, или кто он у вас там, против войска Даджала, Карину Спиридонову, русскую девчонку, завербовали они ее, ислам принять, привезли ее в Чечню, одели на нее взрывчатку, снимали с одной машины на телефон, на чеченском языке говорят, ажа идет и не останавливается. Потом люди Абти Алаудинова, Руслан Алханов, министр, я почему рассказываю, и вот он тогда благополучно куда-то отъехал, вроде в отпуске был, или по болезни там не присутствовало. А Абти Алаудинов тогда был как бы исполняющим, получается, министром внутренних дел по Чеченской республике. И его люди, идет она, видео есть, я перевел на русский язык, как комментируют там эти два тупых убийцы, которые нажимают кнопку. А у нее взрывчатка, на нее одели хиджаб, у нее взрывчатка, может жениться ее там они. Ну, девчонка есть девчонка, сидит там в интернете лазит, там сочувствует, убивает, чеченцев убивает, она им сочувствует. Она идет навстречу, он говорит, ажа идет, этот верх как бы выстрелил. Ну, они там вышли, блокпост, там, вы увидите это видео, посмотрите. Машина отдельно стоит, снимает, и как будто она идет, и тут она к блокпосту подходит, чтобы их взорвать. Она не знает, что ей делать. На этом видео видно, девчонка растеряна. Это молодая русская девчонка, которую обманули, привезли, видимо, накачали чем-то, избили, запугали, одели взрывчатку и сказали, иди к блокпосту. И вот она идет. И эти два мудака, которые сидят в машине, по-чеченски говорят, и нажимают на кнопку, и взрывают, на куски ее разрывают. И вот это и есть ваш Абти Алаудинов, воин Иисуса Христа против войск Даджала. Так вот, мне эти сказки не рассказывайте.
Абти Алаудинов не является никаким воином Иисуса. Я вообще не верю, что это верующий человек. Это очень циничный и очень подлый человек. И очень жестокий человек, я вам скажу. Абти Алаудинов и вот вся его шайка-лейка, которая вокруг него. Поэтому вот эти ваши сказки, которые вы рассказываете, вы можете рассказывать какому-то необразованному русскому тюфику там у себя в России. А здесь сидят люди, во-первых, взрослые и опытные, и знают, кто ваш такой Абти, воин Иисуса, саллаллаху алейхи вассалям, и так далее, и так далее. Я надеюсь, я исчерпывающе ответил на ваше войско. Вы есть Даджал. Ваш Путин и ваш Абти, и вот эти все убийцы, это есть Даджал, сатана. Вы зло, беспримесное, на Лубянке и Кремле сидит беспримесное, абсолютное зло. Понимаете? Вы есть Даджал. А воины Иисуса находятся на стороне Украины, если на то пошло. Воинов Иисуса вы убиваете. Понимаете? Вы убиваете. До того у вас извращенная психология, понимание, что вы убиваете настоящих воинов Иисуса, то есть тех, кто борется за свободу, за право, за Божьи законы, за человеческие законы. Человеческие – это Божьи законы, потому что Бог создал человека, и человек – проповедник Божьих законов на земле. Так вот, эти украинцы, они и все, кто им помогает и сражается, это Божьи законы. Понимаете? Они борются за свободу, за права людей. Хотя там тоже есть ваша агентура, кстати говоря, которой я очень недоволен. Как-то так, да. Поэтому вам вот с вашей пропагандой и с Аптишкой в другое место, да, не к нам, да, не к нам. Никакой большой войны не будет, никто не допустит, чтобы мир погрузился в хаос. Манейс, он уже погружается в хаос, он уже... Ваша фашистская Россия уже в хаосе, и вы здесь пытаетесь нам этот хаос навязать. Именно Путин и есть Даджал. Совершенно верно. Чушпану у них сейчас. Этот фильм бьет рекорды. Да. Так и есть. И еще сирийцев Обама слил. Да, потом слили всех. Так, подождите. Куда делись? Комментарии опять перематываются быстренько. Салам всем свободным людям. Салам, Асан. Как ты думаешь, какой статус у этого легиона РДК Сибирского полка? Они вошли в ФРФ через Украину. Это означает, что в Украине создали легион. Салам, это... Я не понимаю вообще, что эти люди делают, вот эти лидеры, ну знаете, вот это, я могу сказать про Легион Свободы России, который там есть, и этот РДК, МРДК, вот бойцов, парни, которые сражаются, вообще к ним вопросов нет. Это герои любой национальности, любой веры сражаются за правое дело. А вот эти лидеры и вот кто представляет, я не знаю, какой у них статус, кто они там такие, что там происходит, не знаю. Не знаю. Ну, я после стрима, я тебе позвоню. Я сегодня разговаривал с одним человеком, и я немножко тебе не все скажу, но намекну немножко, чтобы было понятно. Я просто к стриму готовился, не стал тебе звонить. Ты сегодня с утра мне испортил настроение. Не с утра, точнее, но для меня это было утро. Испортил мне настроение, и не все так оказалось, ну и не так хорошо, как и я думал, тоже оказалось. Так что, ну нормально все, терпимо все пока. Так, самая большая ошибка человечества – это то, что люди русские воспринимают за людей. Уверяю вас, что русские не люди, это нужно понять. Сталкер, абсолютно, я согласен, если ты говоришь про русских империалистов. Потому что если мы говорим как русские, это как бы этнос и на всех. Ну, я тоже иногда могу употребить, но всегда мы подразумеваем, что мы говорим об империалистах. Потому что есть нормальные русские, в том числе в рядах ЗСУ есть.
не империалисты. Самая большая ошибка так. Мэнс, чего ты боишься? Всевышний все знает. Почитай Священное Писание. Обама сморгнул на красный, когда убийца Асад предложил применять химическое оружие. Да, это было точно, Иван, было такое. А потом я видел такой ролик, который сняли сирийцы, по-моему, это были. Короче говоря, дерутся как древние времена, ну вот это, когда люди еще в этих шкурках ходили, дикие, когда еще люди были, якобы. И вот они дерутся между собой, дерутся, и тут применяют ядерное оружие. А тут на камне сидят такие наблюдатели. Они, возмутились, как это так, короче, химическое оружие, нельзя, короче. Спустились, забрали это химическое оружие, залезли опять на свой камень, вот эти сверху сидят. И эти опять начали друг друга убивать. Типа химическим нельзя убивать, а так, пожалуйста, продолжайте. Да, там тоже было очень много лжи, обман. Вообще любая война это такая грязь, такой обман. Это ужас. Пацан, ты агитируешь русскоязычный народ и называешь их русней и так далее. Ты в первую очередь мужчина. Имей уважение даже к своему врагу. Dream Beaver. Ты сейчас уже с Иисуса переключился на мое мужество. Заодно спроси свою жену, она знает, насколько я мужчина. Это так тебе, касательно моего мужества. Во-вторых, русня, я ничего плохого в этом не вижу. Ты же называешь мою страну Чечней. А почему тебя нельзя назвать русней? Каждый раз, если я что-то делаю в отношении вас, русских и имперцев, знаете, что вы уже это сделали в отношении меня. И посмотрите вокруг себя, внутри себя. Почему он это говорит? А не потому, что я вас там хочу обидеть или оскорбить и так далее. Поэтому не называйте мою страну Чечней. Называйте ее Чеченией, Чеченской республикой, Ичкерией. А не Чечней пренебрежительно. Фигня, Чечня там и так далее. Именно поэтому я вас называю русней. Извините, если это вам не нравится, то надо начинать с себя. Говорю вам то, что точно знаю. Империя восставшихся не было, нет и не будет. Эта война закончится развалом России и крахом русских. Может даже не сомневаться. Это справедливо. Плешиво еще зальет кровью. Да, сталкер, совершенно верно. Совершенно верно. Единственная проблема в том, что это может быть очень больших размеров. Разрастись этот конфликт, и много людей погибнет. И это может растянуться. Это может в этом году закончиться, а может это еще на 20 лет растянуться. Вот в этом состоянии Россия может находиться. Ты говоришь о нацизме, а сам его пропагандируешь. Где я пропагандирую? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае не пропагандирую. Слава Ичкерии. Героям слава, сенсей. Хотел спросить ваше мнение. Тут у нас в Казахстане говорят, что у нас тоже будет война. Север Казахстана нападет Путин на юг талибы. Хотели бы узнать ваше мнение. Благодарю вас за ответ. Саид, я не знаю, если честно. Я не знаю. Но то, что может напасть, это я допускаю. Но я так не могу сказать. Да, мы любим убивать, каждый день так делаем. Поголовно все, и еще любим воровать и на Украине унитазы, и есть их детей. Dream Beaver. Ну, на самом деле, конечно же, ты сейчас как бы сарказмом там, типа, издеваешься, но на самом деле же так и есть. Вы каждый день убиваете людей. Каждый день. Вот сколько я знаю Россию, а я 77-го года рождения. Вы кого-то убиваете. Вот 77-го года, может быть, чуть попозже, в Афганистане война шла. Я осознавать начал чуть попозже, а уже вы убивали людей. И всю мою жизнь вы кого-то где-то убиваете. Причем, заметьте, на вашей земле вы этого не делаете. Вы, опять же, не делаете это против сильного противника. Вы делаете заведомо слабого противника. Берете и вот стравливаете там два народа или сами там непосредственно убиваете. Вы империя.
Вы это знаете. Давайте, если мы будем разговаривать честно, вот тут мужские, не мужские, ты мне тут вопросы закидываешь, будь мужчина, не будь. Если ты так разговариваешь со мной, то будь любезен, признай за собой, что вы, да, убиваете, вы империя, которая убивает. И вот с таких позиций мне будет с тобой легче разговаривать. А тут ты и вроде и хороший, и унитазы вы не воруете, и детей вы 42 тысячи наших чеченских не убили. И все у вас там нормально, и людей вы не убиваете. А оказывается, я на вас наговариваю. Так нечестно. Давайте четко займем позицию. Я не ухожу за рамки своей концепции, вы не уходите за рамки своей и не прикрывайтесь. Прямо, открыто. Но прямо открыто вы опять не будете говорить, потому что это опять же не в концепции русизма. Потому что концепция русизма это ложь. Понимаешь? Это ложь, обман, это ваше орудие. Поэтому ты не сможешь со мной говорить честно. Потому что одно из твоих орудий это ложь. Нет, сенсей, тебя не блокирует никто. Тебя никто не блокирует. У нас модераторов нет вообще. Здравствуйте, я татарин. Мои корни из Башкирии. Обе эти республики находятся под оккупацией Кремля. История родного края, и там сказано, что в 17-16 веке московиты напали на Башкирию и убивали. Крим плейлист. Друзья, здравствуйте. Или true, или... знаете, пожалуйста, если вы находитесь в России, ваша безопасность в ваших руках. Я каждый раз вам просто иногда забываю напоминать. Поэтому много новых подписчиков появляется. Друзья, не говорите, откуда вы. Пожалуйста, это ваша безопасность. Потому что сейчас даже не так, когда я оттуда уезжал. Репрессии уже приобретают такой масштаб, который вот эти люди, которые топят за этот русский мир, за этот русизм, они попадут под раздачу. Не то, что вы, люди, которые думают как-то цивилизованно, демократически, попадают, и они еще эти не понимают, они будут инструментом против вас, но они тоже будут попадать. Вот на этом сейчас этапе развития находится фашистская Россия. Поэтому, друзья, пожалуйста, берегите информацию, не распространяйте о себе, ваша безопасность в ваших руках. А так я согласен с тем, что ты говоришь, да, Башкирия также оккупирована, как и все земли, которые есть на сегодняшний день в России. Кроме там Московии, ничего там нет, все оккупировано, все чужое. Преступники должны быть наказаны. Да. Я благодаря тебе понял не только о КГБ, ФСБ и о том, как они управляют и загнивают собственный народ, но еще о том, как то же самое и шариатчики в Турции сделали бы. Совершенно верно, это та же самая идеология. Вот это и вообще мир разделился на два лагеря, в принципе. Вернее, он был всегда одним лагерем, когда тирания управляла миром. И потом появилось под разным соусом коммунисты, исламисты, каратисты, там не имеет значения. Тирания, которая угнетает народы и управляет, вот власть сидит сверху, она делает все возможное, чтобы эту власть не отпустить. И потом люди в конце концов усилиями, войнами, мировыми войнами, гибелью миллионов, убийством друг друга миллионами людей пришли к тому, что нужно создать такое государство, такое общество, где оно, конечно, до конца справедливым, оно только в раю может быть, ну хотя бы относительно, чтобы этот мир, это государство было справедливым, чтобы обездоленные, слабые, инвалиды, третьи, десятые имели возможности развиваться, жить и так далее, и так далее. И вот мы видим, создалось демократическое общество с ошибками, с проблемами, там, с рецидивами, там, с разными аффектами, разными непонятными. Ведь Гитлер, например, приходил к власти как демократ, там, Путин тоже, ну, он, правда, взрывы использовал своих граждан, но тоже демократические процедуры, он запугал русских, сказал, смотрите, вас взрывают, я вас спасу. Ну, вот, использовал такие методы. И разделился мир. И теперь мы можем просто сравнить, уже достаточно давно уже мир разделился на демократию и тиранию. И тирании друг другу помогают, демократии друг другу помогают. И вне зависимости какой-то национальности, расы или религии.
Тирания помогает, например, можете обратить внимание, как путинская тирания помогает там арабской тирании, арабской империи, Башару Асаду, третьим, десятым. Демократических взглядов помогают друг другу. Вот они разделились. И нет проблем, что атеистический Советский Союз, который был самым главным врагом мусульман и вообще всего верующего, христиан, мусульман, все остальное, абсолютно не смущала его дружба там, Египтом, с Сирией, с другими арабскими странами, с которыми очень они тесно коммуницировали. Вообще никаких проблем. Например, ублюдкам из Хамас, по-другому я их называть не буду, потому что они совершили акт геноцида только по факту, что люди евреи. Ублюдки из Хамас, которые называются Хамас, это аббревиатура «братья-мусульмане». И есть еще у них там исламский джихад. То есть, наверное, еще в их понимании есть какой-нибудь христианский джихад или коммунистический джихад, там, да, есть исламский джихад. Короче, либерально-демократы, это как Жириновский, самые-самые мусульмане они. Так вот, эти мусульмане в десна целовались с Путиным, когда Путин убивал мусульман на Кавказе, в частности, чеченцев. Поэтому нет таких, это все пропаганда, это обман, что мир там делится, там так, нет, мир разделился на демократию и на тиранию. И вот этим все управляется. Начал рассказывать и ушел вообще очень далеко. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, хочу сказать, что вот эти шариатчики и КГБшники, они по сути своей, они одно и то же. По сути своей, по управлению людьми. Они одно и то же. А мы предпочитаем, чтобы, да, большие проблемы в демократии. И демократия это же не какой-то там один человек. Это большая система людей, которые должны быть образованы, человечными, гуманными, чтобы они понимали, что если сегодня он сделает хорошо, то после его смерти через 2 поколения его внукам будет хорошо. Вот такие люди должны быть. И это нужно этих людей взрастить, объяснить. И вот сравните демократию и тиранию. Просто в мире сравните. Посмотрите, кто ломится, что американцы войска поднимают, чтобы к ним не ломились беженцы. Куда ломятся? А вы видели вот такие же вот очереди, например, какой-нибудь Иран, что ломятся? Видели? Чтобы вот Иран поднимает армию, чтобы не пустить туда вот этих беженцев, потому что все хотят насладиться иранской жизнью, иранской свободой и так далее. Нет, этого нет. Если есть деньги, если есть возможности, то кто-то еще пытается, кто говорит на русском языке, там, в Россию, например, из Средней Азии едут и так далее, потому что там тоже тирания у них и еще хуже, чем даже в России, плюс еще бедная тирания. И они пытаются уехать там, в Россию и так далее. Но при возможности все хотят уехать в Европу, в Америку и так далее. Вот как мир поделился. И мы должны вот эти вещи понять, что нами манипулируют. Нами манипулируют для того, чтобы попробовать нас использовать. Понимаете? Вот какая вот система. Вот какая система. Так, если честно, русские не... Если честно, русских не существует. Я много лет изучаю этот вопрос. Нет в природе русских, у которых предки были бы русскими. Каждый Аллахом... Ну, давай без слишком явных антинационалистических вот этих вбросов, сталкер. Русская нация, русские люди, это несколько разных национальностей, как американец. Только американец это объединенная нация свободных людей, со всего мира съехавшись, вот как сейчас ломятся к ним туда беженцы, вот так же туда приезжали, но не так, конечно, там круто было, как сейчас, ну, тоже ломились туда все, и бандюги уезжали туда прятаться и так далее, но там были свободные люди, между прочим, бандиты, это, с одной стороны, это очень достойные люди, это люди действия и люди риска.
А это человеческое такое качество. Если у него в гуманистическом, нравственном плане все нормально, это очень даже хороший лидер и неплохой человек. Если там не какой-нибудь там напрочь отмороженный какой людоед, если его не брать. Поэтому ситуация отличается тем, что русские собраны из рабов. Вот не обижайтесь на меня, русские, вы на меня обижаетесь, что я так говорю. Ну, скажите, что у вас не было крепостного права. Было. Что это правда, это исторический факт. И то это очень скрывать, называют это и крепостным правом там, и так далее, и так далее. Права у крепостного, у раба не бывает. Понимаете, это так, чтобы не так обидно было, что там и так далее. Нет, к большому сожалению, руководство царской России состояло из шведов, немцев, англичан, третьих, десятых. А люди, которые находились в их подчинении, подконтрольные им, они были мокши, чуваши, чудь, медь, там, ну как их, сколько их там, этой национальности было, для которых искусственно был придуман русский язык. И руководство страны, руководство империи, вот это царство, русского царства, стеснялось говорить на языке своих подчиненных, своих холопов. И говорила на французском языке, на немецком языке, чтобы не говорить на русском языке, на котором они общаются. Это правда, это исторический факт. И я вот этого Васю, который мне тут про мужество говорил, я не хочу тебя оскорбить. Это факт, я тебе исторически рассказываю. Понимаешь? И если это так, то что обижаться? Так. Давайте дальше, друзья. Путин говорил, что при необходимости мы будем воевать с Аллахом. Аузубилля. Да, СЦ, именно так он и говорил. Алла Дудаева. Аслан, ты настоящий хонах, открываешь лица подлецов и предателей чеченского народа. Алла, мне очень приятно, Дедик Дуайла, очень приятно, что вы зашли на мой канал и написали мне этот канал. Я очень уважаю, ну, вы, наверное, это уже знаете, и горжусь Джахаром Дудаевым и, конечно же, вами. Спасибо вам большое за этот комментарий. Так, мои предки были предками. Никакого участия в моей нынешней жизни не принимают. Принимают Всевышний. Я принимаю реальность и не предаю свою страну. Рома Романов, ну ты молодец, но не дальше. Только при чем здесь ты предаешь страну или нет? Ты на чужую землю напал, убиваешь украинцев. Это твоя страна, она же может быть не права, или все, любое преступление твоей страны, оно должно быть правильным. Я тебе клянусь, вот вы меня видите здесь, я топлю за чеченцев, поддерживаю чеченцев, за Ичкерию. Я вам клянусь, если бы чеченцы творили бы то, что творит Россия, я вам, вот сегодня месяц Рамадан, я клянусь вам, я бы не поддерживал бы никогда этих чеченцев и эту политику. Я бы анафеме их всех предал бы, если бы то, что они творили бы. Я был бы главным их противником. Вот я вот все на карту поставил, сижу перед вами, там себе проблем нажил, но я бы ни шага не сделал бы. Я бы делал бы против этих чеченцев, если бы они делали то, что делает Россия. Клянусь вам Аллахом, вот месяц Рамадан я вам клянусь. Потому что дело не в твоей национальности или в твоей родине. Дело в том, что ты творишь зло или не творишь зло по отношению к другим. Есть ведь в мире справедливость, ведь Бог есть. Вы же пишете тут, войско Иисуса, Даджала там и так далее. Мы все верующие люди, мы знаем, что есть Бог. Тогда давайте разберемся. Где, на чьей стороне этот Бог? Кто говорит правду? Кто несет зло? Кто говорит неправду или кто несет добро? Так. Матушки обиделись, оккупанты, говорят.
Так, Аслан, по Писанию уже скоро будет суд на земле. Увидим, кто на какой стороне. Самое главное, помните, что страшный грех – предательство. Ты предал свою страну. Нет, подожди. А, вот эти сказки Дримбир, я тебе клянусь, я так доказывал чеченцам, что в Сирии не конец света наступает, и что вот в Сирии все 52 страны, это про НАТО, видимо, они новые хадисы по ходу придумывают. Вот вам тоже сейчас новые хадисы, или ты из этих придумальщиков, или тебе уже придумали, и ты мне сейчас рассказываешь это все. Так вот, в Сирию, когда чеченцы ехали, ты не представляешь, как я отговаривал чеченцев. И я многих отговорил, между прочим. Я не был публичным, конечно, у меня не получалось. И сейчас бы я более результативно это делал бы, чем тогда. Но свое окружение я просто им всем мозги вынес. Они мне говорили, что все, придет сейчас Махди, это священная Шама, земля, это ваша пропаганда русская. В виде Абти Алаудинов и его товарищи, они на чеченцев, а сейчас на русских они ее, вот эту, саллаллаху алейхи, Иисуса, войско там туда-сюда, это сейчас уже на вас он использует. А тогда это использовалось против чеченцев. И у них все по одной и той же методичке они работают. Там ГРУ и ФСБ там отрабатывают. Да. И тогда говорили, что вот сейчас придет Махди, а Шам это священная земля. И вот он сейчас, он спустится, он уже ногу одну с неба там спустил с облака, и вот сейчас он уже, вот там меч его появился, вот, и кто не успеет, тот опоздал. Все, срочно нужно выдвигаться, короче. Вот так нам это рассказывали. Я говорю, почему вы считаете, что это война судного дня? Вот ты тут рассказываешь, по Писанию скоро будет суд. И вы никогда не приводите эту ссылку на это Писание. Вы никогда не показываете архивы. А у нас тут, как бы, у юристов принято всегда гипотезу подтверждать фактами. Но вы почему-то всегда говорите, вот будет суд на земле, скоро будет суд. Там арабы строят, бедуины, или как там было, бедуины будут строить у кого выше дома, а Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах небоскребы строят. Ага, вот арабы начали конкурировать, у кого выше дома-то. И так далее. На ходу эти хадисы придумывают, подгоняют под тему и нам закидывают. И вот ты тем же занимаешься. Может, умышленно ты и есть тот пропагандист, а может, ты уже как бы полезный идиот, который поглотил эту информацию и сейчас нам ее рассказываешь. И вот я, знаешь, какой аргумент привел вот этим чеченцам, которые говорю. Я говорю, сколько там людей погибло? Он говорит, 100 тысяч уже где-то погибло людей, говорит, там, в Сирии. Так начиналось там, 3-10. Я говорю, а ты знаешь, когда была Вторая мировая война, погибло 100 миллионов человек? Ну да, говорит, да, ну, в общем, погибло в мире около 100 миллионов человек. Знаешь, знаю. Давай подождем, пока 100 миллионов погибнет, и вот тогда наступает судный день. Потому что если погибло 100 миллионов и не наступил судный день, то почему ты решил, что когда погибло 100 тысяч, у нас в Чечне 300 тысяч погибло, не наступает судный день? Да, для отдельного народа, для отдельной группы лиц, для того, кто погиб. Вот на него, да, он наступил этот судный день. Все, его книга закрыта. Все, и он закончил. А для мира еще нет. И знаешь, я очень много их отговаривал, убеждал, там, 3-10, и у них была блокировка стояла. Когда я им приводил аргументы, доказывал, что в истории как было, что Сирия и Башар Асад это плоть от плоти КГБ и ГРУ, что через Советский Союз, через Сирию продавало все свое оружие в арабский мир, ну и так далее, ну много чего. Я пытался их убеждать и приводил им аргументы. И когда они уже деваться им некуда было, вот эти молодые чеченцы, которых я убеждал. И мне один говорит, знаешь, говорит, если ты уходишь на джихад, тебе нужно идти вот сражаться, умереть, ну все, ты прощался с земным вот этим всем миром и идешь умирать на войну, то в этот момент, короче, когда ты уходишь, тебе подойдет мама и обнимет и заплачет. И если твое сердце растает, то это шайтан. То есть мама это шайтан, которая переживает за тебя. Это у них сразу закладывается блокировка им,
чтобы такие, как я, если попадутся им на пути, и им будут объяснять, что ты клинический идиот, идешь по пропаганде. Но я так не говорю, чтобы не обидеть, потому что если я его обижу, он меня вообще слушать не будет. А мне, хотя хочется ему сказать, ты клинический идиот. И он говорит, подойдет ребенок, охватит папину ногу и будет рыдать, жена будет рыдать, все будут рыдать. И знай, говорит, там еще что-то, еще, короче, он столько примеров, что это делает шайтан, чтобы тебя сбить с пути джихада, чтобы ты не стал воином Аллаха. Я отговорил этих людей, они живы, слава Богу, никуда они не поехали, слава Богу, и все отлично у них. А те, кто поехали, у них остались дети там, у них остались жены. Они попали в лагеря для беженцев, в тюрьмы, бред, все просто было. Те, кто выжил оттуда, сбежал, боятся даже рассказывать, что они там были. Потому что и среди чеченского общества это абсолютно не котируется. Нет уважения к тому, что вот ты сражался. Да, кто воевали в Чечне за свою родину, они герои для чеченцев. А кто воюет не у себя на родине, для чеченцев так себе герои, я тебе скажу. Да, он может смелый, может хорошо стреляет, и все. А для чеченцев онах, слово такое у нас есть, как рыцарь переводится, если дословно перевести, оно не заключается в одной смелости или в меткой стрельбе. У нас немножко другие критерии к этому есть, там большая такая объемное понимание этого слова. Поэтому вот ты тут рассказываешь, что вот по Писанию скоро будет. Вы сейчас начинаете дурить русских. Вам нужно использовать русских. Другой идеи, идеологии у вас нет. Вы же не будете говорить, что вы сейчас воюете в Украине за золотые там туалетные атрибуты Путина и за яхту там Патрушева какого-нибудь. Вы же этого не скажете, потому что это правда, кстати говоря. Это было бы по-честному. Но вы этого не скажете, потому что даже самый клинический идиот не пойдет за это воевать. И вот вы им рассказываете, тем более вы их бросаете в огонь, этих русских. У этих русских, у русских, победить в этой войне невозможно. Вы можете убить как можно больше украинцев, и сами как можно больше погибнете. И все. На этом ваша страна перестанет существовать как государство, как развитое передовое государство, какая держава, которой вы себя. Ваш флот полностью, вы лишены будете флота. Это вот 100% я вам гарантирую. Вашего флота не будет вообще. Ваша страна будет нищая. Ваши дети будут нищие. Ваши женщины будут нищие. Понимаете? Ну, конечно, можно выживать. Вы в советское время выживали, если так продолжать мысль. Вы с голоду не умрете, там закроете. В Северной Корее живут. Одни тулупчики носят, ватники, как вы любите. Ничего страшного. Из бересты лапти вязать вы умеете, опыт есть. Какие вопросы? Не умрете с голоду, закроетесь там, будете... Ну к чему вы пришли? Ради чего вы к этому пришли? Объясните мне. Ради того, чтобы граждане Советского Союза 3 поколения копили деньги, КГБшники убили всех вот этих дворян и говорили, что мы должны верить в коммунизм, социализм и так далее. А потом КГБшники, внуки тех КГБшников, которые расстреливали царя, эти КГБшники, наверное, и даже верили, потому что такие вещи творить могут только фанатики, которые верят. Наверное, в это верили. Заразились этой идеей, были необразованные, абсолютно тупые, как вот нам сейчас разные тут есть, на религиозной почве нам тоже закидывают. Абсолютно необразованные, абсолютно упоротые, напрочь. Ты им ничего не докажешь. Он тебе скажет, это шайтан. Все, это его аргумент будет. И он умрет за это. Точно такие же, наверное, тогда эти чекисты ваши были. И вот их внуки подумали, 75 лет, эти рабы, советские граждане, работали, создавали вот эти заводы, пароходы, порты и все остальное. Давайте станем хозяевами, давайте создадим новую империю советско-большевистского типа, советско-фашистского типа. Ну и поделим все между нами. Потом станем дворянами. Вот честно я тебе говорю.
у вас нету ни одного аргумента возразить этому. Вот настоящая идея. Это первое, ну, по крайней мере, я небольшой знаток истории, воин, но я могу сказать, на моей истории, которую я знаю, это первая война за историю чужого народа. Вы воюете за историю чужого народа. А я бы вам, русским, посоветовал бы прийти к украинцам, стать на колени, попросить прощения за то, что вы сделали. И сказали, мы такие же, как вы, и хотим быть вот причастны к этой великой, славной Киевской Руси. Давайте мы будем вашими младшими братьями. Мы столько запороли, наш Путин, наше КГБ. Вот это КГБ, конечно, всех судить. Под суд однозначно всех до единого. И потом прийти простым русским и сказать, давайте мы готовы быть вашими младшими братьями. Вот эти свои имперские амбиции мы выкидываем. Это большая проблема, большая ошибка была. Мы русские, мы часть, осколок Киевской Руси. Это, конечно, переступить через гордость надо вам, вот ваши имперские амбиции, слезть вот с этого фантомного пьедестала, на котором вы сидите. Спуститься на землю, сказать, так, ребят, мы запороли, виноваты, КГБшники виноваты, всех КГБшников под суд. Всех их убивать и не надо, всех сажать не надо. Там не так уж их много, несколько, может, тысяч, нужно десяток тысяч, может быть. Нужно будет привлечь военных, ФСБшников, привлечь к ответственности. И все, и потихонечку начать созидать. Вот я бы вам это посоветовал бы. Если вы хотите быть на самом деле теми русскими, вы же за эту историю так бьетесь. Но и эта история не вам, русским, нужна. Опять же, да, это совет больше к Путину даже подходит, чем вам. Потому что эту Киевскую Русь, историю Киевской Руси, вам нужно, не вам, русским, нужно, а КГБшникам нужно, чтобы стать законными, легитимными миллиардерами, как английские короли, как испанские там какие-нибудь короли, еще какие-нибудь дворянства, которые тут есть полно в Европе. Но они не имеют той власти и той силы, которую имел бы сейчас Путин с Патрушевым и террористическое учреждение КГБ СССР. Понимаешь? И это угроза, для Америки это угроза. Они не хотят вот такую опасную, ядерную, сильную, мощную террористическую организацию, учреждение КГБ СССР, которая имеет деньги, и еще они легитимны в этом мире. Этого не хотят американцы, этого не хотят англичане, потому что вы нелегитимны, вы шариковы. Понимаете? Вы расстреляли тех настоящих дворян. И вот эти шариковы, которых расстреляли, Полиграф Полиграфовичи, они вот сегодня их внуки хотят стать теми, кем есть. Вот если так тебе рассказать, я могу долго рассказывать, понимаешь? Долго объяснять могу. Но это правда. Это правда. Я могу сказать, что это правда. Спасибо. Михайло, Мануэль, всем спасибо. Мне тут браво все пишут. Дякую всем. Ну, я говорю правду. На этом канале вы услышите только правду. Ничего, кроме правды. Ничего. Если я где-то ошибусь, я, конечно, всегда признаю, в отличие от русских империалистов, которые не признают своих ошибок, я признаю свои ошибки. Но умышленно на этом канале вас не обманет никто. Никогда. Чего бы нам это ни стоило. Все будет Ичкерия. Нет, сенсей, тебя не блокирует. Так, давайте я перемотаю, потому что очень много комментариев, друзья. Я смотрю, вам тема очень понравилась, люди очень смотрят и так далее. Ну, мне интересно с тобой общаться, Dream Beaver, да, потому что хоть ты и отмороженный из этих, ну, отмороженный не в смысле, что есть возможность, мне кажется, с тобой не все потеряно, что ты хотя бы слышишь, ты не рубишь тут мне мат, перемат, как у вас ваши. Вы же мне тут загоняли. Вот сейчас вы начали со мной чуть-чуть диалог вести. Вот последний месяц или даже 2, как чуть-чуть канал начал раскручиваться, вы
не месяц, ну, уже давно вы пишете, но вот как начал месяц канал, как начал раскручивать, вы мне такую грязь здесь зальете. А люди-то видят, что то, что вы здесь пишете, это там молодой какой-нибудь, неопытный, подумает, о, какие ужасы про него пишут, и поверит. А в основном люди, когда это смотрят, они понимают, что ну, не может люди вот так писать. Ну, вот так человека оскорблять, так на него наговаривать, придумывать там разное. Это могут делать только тролли. Вот. Поэтому вот сейчас ты вроде сейчас в диалог вступаете, сейчас там Абти Алаудинов, он вашу идеологию, там, но вы ищете русские в этом Абти Алаудинове надежду, что вот он вам идеологию дает. Не даст он вам идеологию, я вас разочарую. Не даст. Это не чеченец в том понимании, в котором вы хотели бы его видеть. Те враги ваши, чеченцы, это мы, которых вы цените за это свое, хоть и враги мы, убиваете вы нас, ненавидите вас, но вы нас цените за это. А этот человек, он из нас самый-самый отсталый, я вам так скажу. Он у нас не пользуется авторитетом. Он никогда не будет в чеченском обществе рукопожатным. В чеченском обществе. Не в оккупированном русском обществе, где вы находитесь, и он там является генералом, там все такое. Нет, в нормальном, здоровом чеченском обществе. Поэтому, если вы хотите реально искать идею и выход из ситуации, вы можете ее искать. Можете, но только не у таких чеченцев, а у тех, кого вы убиваете. У Дудаева ищите эту ситуацию. Постарайтесь, если вам это интересно, реально хотите спастись. Но он вам не поможет в идеологии русизма развиваться. Он вам поможет в идеологии человечности развиваться. А как только вы перестанете быть русистами, ваша страна, у вас такая странная шизофрения, такое раздвоение у вас происходит просто объективной реальности. Когда вы считаете, что вы должны быть империей, великой империей, и причем еще должны, чтобы вас любили, чтобы вы были, вот Америку же любят, Америка реально великая держава. Не потому, что у нее супер много оружия, танков и так далее. Нет, я вам клянусь, я ее люблю, уважаю, не за это. И я, если бы она была бы такой же, как Россия, я бы к ней бы так же относился бы. Какой бы она сильная ни была. Ну, добро должно быть с кулаками. Ее уважают и любят Америку за то, что она справедливая, за то, что она честная. И она совершает кучу ошибок. Кучу ошибок совершает. Ищет выходы. Их президент так и говорил, что Америка сделает все ошибки и только после этого найдет правильное решение. Да, они так делают, ну, потому что там везде люди, демократия, третье, десятое, там, человеческий фактор и так далее. Поэтому, если вы, русские, хотите, чтобы вас любили как Америку, чтобы вы были великой державой, которой вы постоянно говорите, а вот в Америке, а вот в Америке, то вам нужно научиться уважать людей, в первую очередь своих людей. А вы этого не делаете. Вы своих подавляете. И никто никогда к вам не придет с любовью. Абти Алаудинов лицемерит, когда он говорит, что он вас любит и уважает. Он просто часть вашей системы и получает блага от этой системы. Генералом становится, третье, десятое. Его отец, как он рассказывает, вышел против Дудаева. То есть он был предателем. Ты пишешь, что я предатель. А я считаю, все чеченцы, кто за Россию, они предатели. Предатели. Есть преступники предатели, а есть просто люди, россияне, которые просто перешли. В силу разных обстоятельств. Поэтому всех чеченцев я тоже не могу винить. А вот такие, как Абти Алаудинов, это такие мотивированные предатели. Его отца убили, и ему нужно по-чеченски отомстить за своего отца. И что он делает? Он предлагает свои услуги русским. И русский, конечно, мотивированный чеченец, у которого убили отца. А может быть, вы его, ваши русские спецслужбы и убили его отца. Подставили, что это. Я даже не знаю, насколько это правда. Вообще, убили его или отца или нет. Это он рассказывал. Но сам факт, да, если убили, он приходит и предлагает вам, русским, свои услуги. А вы смотрите, парень не глупый, крепкий. Отца убили, чеченец, смелый, мотивированный. Давай возьмем его. А как говорил Джохар Дудаев, возвращаясь к великому сыну чеченского народа,
Если чеченец подонок, то он козырный подонок. Вот приблизительно вот вы взяли козырного себе подонка. Поэтому не очень, не даст он вам, я хочу сказать. Я понимаю вашу ситуацию, вы ищете выход, вам нужна идея. Нету этой идеи, и мы вам ее не дадим, если вы остаетесь имперцами. Мы не хотим, чтобы вы стали еще сильнее и нас убивали. Понимаете? Вы должны стать человечными по отношению к самим себе, к русским и к тем народам, которые живут. Понимаете? Абти Алаудинову, который столько убивал ради вас людей на этой земле, столько горя и зла людям принес, приходится вас уговаривать любить его. Он говорит, ну мы же одно, ну вам, русские, которые воюют за ЗСУ, и русские, которые там уехал в Европу и поливает грязью нашу страну. Кто ближе? Я вам ближе, который с вами в окопах сидит. Хотя он в окопах не сидит. В окопах он не сидит. Он занимается совсем другой деятельностью. Или же те, которые уехали. Вот как нужно делать. А это не так, Абти Ароныч. Русский офицер, как он себя называет. Это не так. Ты никогда не будешь их. А если ты будешь такой же, как они. То есть имперцам, фашистам. И никогда они тебя не примут. Потому что у имперцев, у русистов, принять чеченца – это стать предателем. Он будет тебе улыбаться, лицемерить, там, говорить, да, ты наш русский пацан, парень, туда-сюда. Даже ты себе, наверное, верного друга среди русских найдешь. Но когда русские останутся одни без тебя, Абти, для сведения, и ты это прекрасно знаешь, и ты также к ним относишься. И эти русские тебе также будут отвечать. Да это чурка, да кто он такой? Вот что будут про тебя говорить. Понимаешь? Тебя используют, Абти, они на свои нужды, и потом отфутболят. А тебе деваться некуда. На тебе уже столько крови, столько до тебя. Ты будешь переть до конца. Это тоже понятно. И ты, и такие, как ты. Так, друзья, мы сколько уже в эфире? 81 минуту. Ладно. Аслан, а будет стрим с Аллой Дудаевой? Очень интересно. Эд, ну, если Алла согласится, то, конечно, можно провести. Почему нет? Алла, в принципе, у нас на платформе открытого диалога бывает. Если будем общаться, если она туда придет, можно пообщаться. Так, куда делся мой этот визави? Как объяснить родственникам, которые верят в пропаганду, что они идиоты? Знаешь, проблема в том, что люди некоторые понимают, что это пропаганда. Понимают, что я говорю, например, я по себе могу тебе сказать, мои некоторые там знакомые в Москве, когда я жил, и так далее, когда я им говорю что-то, они знают, что я не лгу. Они знают, что я не имею какой-то предвзятой позиции по какому-то там к русским, к России, чтобы там как-то их обманывать, там что-то им вредно носить. Они знают, что я немножко разбираюсь в этом вопросе, например. Но они не идут мне навстречу, когда ты им рассказываешь. Я долго думал, почему они же не клини, они же понимают все, как это, они же знают, что я не лгу им, что я искренне им пытаюсь объяснить, доказать им что-то. И знаешь, я пришел к выводу, что эти люди, им так удобно занять твою позицию. В каждом человеке Богом заложено чувство справедливости. Это как инстинкт самосохранения, чувство, потому что справедливость спасала мир этой земли, на этой земле. И оно очень важное и нужное, это чувство. Но когда ты оказываешься в определенной позиции, в определенной ситуации и обществе, когда абсолютно невинного человека сейчас избивают ногами, убивают, и у тебя в голове сразу ты видишь, что этот человек прав, и он пострадал, его убивают, его избивают ногами. И тебе нужно сказать за него слово. Потому что ты сразу, любой человек в голове сразу определяет, прав он или не прав. Он всегда занимает позицию, справедлив, несправедливо. Как только он займет справедливую позицию,
он должен сказать слово в защиту этого человека. Как только он скажет слово в его защиту, он окажется рядом с этим человеком. И он сам себе начинает обманывать, что это ему не интересно, это очень сложно, это какие-то сложные игры. Да плевал он на этого человека, потому что когда у него была проблема, ведь он тоже не лез. И мы каждый вот так ищем себе оправдание. И наши родственники, и наши друзья, они понимают, но они согласны на эти условия для того, чтобы не создавать себе проблем. История строительства русского государства, как любят говорить русские имперцы, как там некоторые рассказывают, что у вас там какое-то супер доброе, хорошее государство, которое всех принимало. И у Федорова, у вашего этого пропагандиста, есть такая тема, что русская империя – это освободительная империя. Мы защищались, мы защитно-освободительная империя. Значит, не защищает, а освобождает. И так освободили, так всех освободили, что стали самой большой империей, которую во всем мире называют тюрьмой народа. В отличие от Америки, той самой ненавистной Америки. Понимаете? И вот эта ситуация очень-очень не красит, короче говоря. Давайте дальше почитаем комментарии. Никто не будет на это соглашаться, если ему не будет выгодно. Или должна угроза уйти. Угроза. Снять с этого человека угрозу. Освободить его. Так, ответ русского. Если даже допустить, что Путин взрывал эти дома, значит в этом была необходимость. Пожертвовав всего лишь несколькими сотнями людей, он предотвратил 1000 убийств в будущем. Да, Шамсад, совершенно верно. Это их стандартный ответ был. Да, они так оправдывают. Когда русские не вышли после того, как Путин с Патрушевым взорвал их женщин, детей и стариков, в своих спящих домах на русских можно ставить крест. Вы тогда позволили каждого из вас взорвать. Вот на вас, на всех можно ставить. Вы согласились, сделайте с нами все. Вот все, убейте наших женщин, детей и стариков, мы согласны. Вот вы сказали тогда. Вы пошли, не просто промолчали и заткнулись, вы пошли тех, кого незаконно обвинили в этом, топить их в крови. Русские, это все нужно осознать, это очень тяжело, я не знаю, готовы ли вы к этому. Это готова ли к этому нация? Жванецкий, по-моему, рассказывал, что если кто-то придет освобождать русских, они его повесят на воротах этой тюрьмы и вернутся на свои нары. Жванецкий, по-моему, это говорил. Это точная характеристика. А простые русские, которые понимают, которые мне тут пишут, заходят ко мне, они это тоже понимают. Они же тоже русские, они знают, и Жванецкого слушали, и знают менталитет своих соседей, третьих, десятых. Да, все очень далеко зашло, далеко зашло. Нет, это, может, Новодворская это повторила, но об этом говорил и Жванецкий. Об этом говорил и Жванецкий. Алейкум салам, Осман, Машвуэль. Не удаляйте, пожалуйста, стрим, я начало пропустил. Try Cramp плейлист. Мои все видео сохраняются. Дело в том, что на территории вашей фашистской, имперской России мой канал запрещен. Роскомпозор давно внес меня в список запрещенных мой канал. Вот этот YouTube канал Reality. Я сам объявлен иноагентом. Я ичкерийский агент, я не гражданин России. Никогда не хотел им быть и никогда им не буду. Отношусь к нормальным, не имперским русским с большим уважением, а имперцам с большим презрением.
Это так, моя позиция, что была. Мой канал запрещен на территории фашистской России, и вы мои видео не можете смотреть. Я знаю, что большая часть людей хотели бы меня в России смотреть, слушать, видеть. И сейчас, особенно в последнее время, очень много просмотров именно из России меня смотрят. И это не Чеченская республика, самое интересное. Я не буду говорить, какие города, какие места, просто это не Чеченская республика. Не облегчать, чтобы нашим, в кавычках, друзьям, да, он работал. Поэтому вы можете все мои видео, есть раздел плейлист, канал как-то можно через VPN заходить. Мне писали сегодня буквально, что через даже VPN найти не могут мой канал и так далее. И у меня есть еще один, у меня несколько каналов, но они их тоже будут блокировать. Поэтому я иногда забываю, иногда просто вылетает из головы. Я это видео делаю перепосты у себя на других каналах в разделе сообщества, чтобы те, кто подписаны на мой другой канал, мои другие каналы, а эти мои, давайте я вам сделаю немножко анонс, чтобы было понятно, о чем речь. Кстати говоря, уже нас 51 тысяча уже подписалось. Это уже где-то 500 человек, 600 человек вы уже подписались, друзья. Это за 2 часа, за 1,5 часа нашего эфира я вижу. Потому что вы подписываетесь только во время эфира, когда видите. После этого очень пропадает мой канал, бывает недоступен и не видно. Сейчас я вам постараюсь сейчас найти, где это у нас тут раздел сообщества и так далее. Так, у нас тут есть канал Human Rights Center Ичкерия, у меня канал есть. И еще есть, ну вот этот главный мой, Human Rights Center, это моя правозащитная организация. Я являюсь председателем правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия. Это немецкая, чеченская правозащитная организация, зарегистрированная здесь, в Германии. Я буду туда тогда перепащивать свое видео, чтобы вы могли, но они мне и этот заблокируют, просто если вы будете, сейчас я же делаю объявление, поэтому вам придется в любом случае искать, потому что они будут везде, как помните, когда-то Радио Свобода, BBC, Голос Америки гасили, точно так же гасят нас, гасят нас. В Израиле смотрим вас. Отлично, да, Израиль тоже, но Израиль там на первом месте стоит Россия. Просто и вообще география России тоже очень такая интересная. Я даже удивился, что столько людей. Все будет Ичкерия, Альхи, Чуя, Хинца Асан. Суахинц, Халчулач Охи, Чук странник. Халчулач Охи, это вещаться, я убежден был до конца. Я убежден, конечно, выдает. Конечно, Ичкерия, но дело, знаете, ночи. Ичкерия то, что мы сделаем. Понимаете? Для того, чтобы Америка признала Ичкерию, мы должны сами признать эту Ичкерию. У нас должен быть механизм взаимодействия с этой Америкой, с этой Украиной. У нас пока это ничего не выработано, потому что за нас действует российская агентура. Они очень мотивированы, потому что им отвечать за все преступления. Они образованы, нужно признать, потому что наших образованных убивают там 3-10, и им нет угрозы. Самое главное, у нас много здесь молодежи, которая растет, но они ее к себе подтягивают, эту молодежь, потому что с нами быть это небезопасно. Они убивают, преследуют, там, репрессируют и так далее. Как-то так. Только вы много говорите на чеченском, я не понимаю. Фердинанд, дело в том, что я оставил пока даже стримы на чеченском языке. Хотя я в воскресенье, да, проведу строго на чеченском языке. Завтра суббота у нас. Мы проведем платформу открытого диалога Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И проведем стрим в воскресенье. Ну, я завтра и на русском еще выступлю и проведу стрим. И потом проведу стрим с Аядом
А в воскресенье будет на чеченском языке. А за какую фразу убили профессора Канкалика? Руслан, я не знаю, за что убили профессора Канкалика. Я не то, что не знаю, за что его убили. Я знаю, что это были российские спецслужбы, которые хотели раскачать ситуацию и представить чеченцев такими плохими. Может, исполнители были обычные бандюги, которых можно всегда найти. Он же не знает, что он делает. Ну, то, что там рядом с ним был чеченец, его друг профессора, и он убит, чеченец, который не давал похитить его, он вступил с ними в схватку и был застрелен. Забыл его фамилию, этого чеченца, тоже из этого же университета. Поэтому я не знаю, за какую фразу. Я знаю, что в целом это была система выдавливания евреев, выдавливания всех людей, чтобы создать криминогенную обстановку и подготовить для вторжения. Беслиев, да, его звали? Спасибо, что подсказал. Или Беслиев, по-моему, это не чеченская фамилия. По-моему, там немножко другая фамилия была. Или, может, чеченская, я просто не слышал. Может, Бисаев его фамилия была. Короче говоря, это делалось для того, чтобы евреев оттуда спугнуть, прогнать там, ну и заработать, конечно, деньги. Беслиев. Ага, ну, значит, Беслиев. Дал Лолька, дал что. А я читал совсем другое. Нет, я не знаю, что ты читал, но я не знаю этой версии. Я знаю, что они были вдвоем, выходили из университета или с института, где они преподавали. И в этот момент Канкалика попробовали похитить, и вот Беслиев вступился за него, он был убит, а Канкалика похитили, и я не знаю, потом убили, видимо, потому что цель была, знаете, просто убить человека, чтобы показать, что чеченцы плохие там, и так далее, и так далее. И начинали, конечно же, с евреев, которые у нас жили, и у нас с ними были очень хорошие отношения с евреями. Нужно было их испортить. Ну, я так полагаю, удалось испортить, и чтобы нам минимальную помощь оказывали эти евреи. Но все уехали, разъехались, и ситуация вот стала той, которая стала. Мусульманский мир для Ичкерии не братья. В свое время они говорили, что Чечня – это внутреннее дело России. Настоящие союзники Ичкерии – это США, Израиль и Британия. Да. Стреляющие чеченцев по русскому грузовику. Павел Сокол, я не понимаю, о чем вы говорите, какой грузовик, какие чеченцы. Жду, когда наконец-то по Москве ударят ядеркой. Да, конечно. Это будет печально. И очень кроваво. Мы к этому можем подойти спокойно. Мы идем, мне кажется. Человечество к этому идет. Осетин, наемников тоже хватило с тем, которые устраивали. Да, было. Разбитый грузовик с телами, пляшущие чеченцы. Какие разбитый грузовик с телами, какие пляшущие чеченцы? О чем ты говоришь? Где этот грузовик? Что за тела там? Где это произошло? Ты выдаешь частями, Павел, что мне абсолютно неинтересно сейчас это все пытаться понять. Дякую, Алена. Всего хорошего. Евреи нам, наоборот, после этого обещали хорошую кару. В смысле хорошую кару? Что значит хорошую кару? Исмаил, убийство всех людей реально решит проблему. Работяга говорит. Да, не говори, на самом деле, работяга. Если все люди умерли бы на земле, не было бы войн. Или я тебе гарантирую, что животные жили бы припеваючи здесь, без нас, людей, на этой земле.
Животные все потихонечку друг друга там где-то там покушать только добывали бы и все. А так размножались бы. Я думаю, рай наступит, когда люди закончатся. Видимо, в этом и есть. Рай наступит на земле, когда закончатся люди. Люди — это человек самое опасное существо. Если Да, да. Когда законы будут для всех. Ну, в том дело, законы в каждой стране, у каждого народа свои царьки, свои хозяева. У кого демократия. Салам алейкум, помоги финансово на постройку дома. Конечно, скидывай карту, я тебе сейчас пришлю. Скинь мне какие-то свои реквизиты. Конечно, как раз я хотел кому-то помочь дом построить. Павел Соколов, зачем ты так оскорбляешь? Почему же тогда многие чеченцы уезжали в Осетию для того, чтобы спасти от ваших боев? Выходит, что Осетия никакой геноцид не ставит, а наоборот спасает. Да ладно, это надоело мне это вам одно и то же рассказывать. Одно и то же. Так, друзья, я думаю, сколько мы в эфире, можно уже заканчивать. Мы уже 1:40, чуть больше в эфире. Я не знаю, как попасть в Америку. Не знаю. А ты видишь, да, то, что, смотри, сталкер, ты видишь то, что Павел Соколов пишет, вот этот оскорбительный комментарий? Ты его видишь? Сила ядерного оружия преувеличена, чтобы держать страхи других стран. Почитать научные статьи про силу ядерки. Через 2 года после испытаний там росли растения, не было никакой радиации. Исмаил Валиуллин. Ну, я бы не сказал, что, конечно, все так, как ты говоришь, что может, да, я согласен, что это преувеличено, Исмаил. Вполне допускаю, очень логично то, что ты говоришь, потому что страх один из главных факторов удержания вообще всего на этой земле, и чем любят пользоваться. Но мы можем Хиросиму, Нагасаки увидеть и посмотреть, что там произошло, какие потери были, какие разрушения были. А то, что радиация, да, где-то она имеет большие свойства, если она в почву проникнет, сохраняться, где-то она растворится. Нам очень многое скрыли то, что было в Чернобыле. Ведь очень много людей погибло, то, что вот эти спасатели Чернобыля, все такое. Там очень много людей умерло потихонечку от рака, от других болезней. Поэтому это очень опасное оружие. Так, расскажи по новой, здесь много новых, которые не слышали тебя. Ну, ты посмотри мои другие мои другие видосы, узнаешь. Исмаил Валиуллин. Зависит от вида и мощности ядерной боеголовки. Да, справедливый человек, вот это будет более точно, правильно. А ты не за так, это не мне. Наши ребята, которые работают, где надо работают, уже эту рожу срисовали. Андрей Цыбин, ваши ребята очень-очень плохо работают, потому что вот эту рожу уже 5 лет видит YouTube, и уже 10 лет, 9 лет, 8 лет я здесь в Европе по всем митингам, повсюду мотаюсь и так далее. И еще в Москве, короче, проживал, и приблизительно тоже говорил, не так прямо, как я это могу делать тут, но то же самое, и уже был у вас там срисованы с рожей. Так что что-то у вас очень плохо ваши ребята работают. Но, видимо, по-русски, да, а и так сойдет, да, вот так работают ваши. Че убрал топор брито? Я как раз хотел ответить на твой абсолютно редкий, давно уже мной не встречавшийся комментарий.
что Топа Чермоев, не, Арцу Чермоев, это мой родственник. Это мне раньше писали, но перестали вы писать, потому что вы называете имя человека и фамилию. И говорите, он мой родственник. Это очень глупо. И я хотел тебя, ну ты вовремя сбежал. Топор, бритва у тебя ник. И ты, оказывается, не такой уж и топор, Дион. Ты оказался немножко бритвой, Дион. Сообразил вовремя. После войны для русских придется устроить фильтрационные лагеря. Не знаю, что там будет с ним устраиваться. И мне кажется, знаете, просто сейчас русские не поднимаются же. И сейчас им эту пропаганду, как в советское время вдалбливали, вот Апти Алаудинов, вот такие будут им дальше про войско Иисуса, там сказки рассказывать и так далее. Они закроются, и это может лет на 20 еще продлиться, друзья. Если никакого ядерного удара, 3-10, Украину, конечно, им придется освободить, они отступят, сделают вот эту Белгородскую область каким-нибудь санитарной зоной, перекроются, закроются, ощетинятся всеми своими бомбами, сядут на эту бомбу и скажут: ты подойди, я взорвусь там. Ну, как вы знаете, как это у них бывает там. Держите меня с севера, я опасный, да. И вот, может это произойти, да, вполне возможно. Ты вернул. Я думал, ты умный. А ты, оказывается, не умный, да. Так. Ты там кричал «Мир Израилю». Да, это я был. Собственной персоной, да. Мир и свободу Израиля, я кричал. Я признаю Израиль, я говорю, в отличие от фашистов, арабских фашистов, которые отказывают праве Израиля на существование. Я, как чеченец, я не то что не отказываю, я целиком поддерживаю свободу и независимость Израиля. И также советую арабам строить свое арабское государство и не лезть в Израиль, оставить в покое этих людей. Понимаешь? А вы пытаетесь из этого вырезать куски и говорить, что я поддерживаю бомбардировку там, или блокаду Палестины, там что-то, 3-10. Нет, я убийство вообще не поддерживаю, ничего. Но то, что Израиль имеет право на свое государство, Израиль имеет право защищать своих женщин и детей и не давать каким-то ублюдкам убивать их на день рождения Путину, чтобы разжечь религиозный пожар войны на весь мир, я это не поддерживаю, конечно же. Израиль будет 1000 лет, как и Ичкерия. Понятно вам? 1000 лет мы будем, навеки вечные мы будем. Понятно вам? Придется вам империям, что русской, что арабской, смириться с такой постановкой вопроса. Да. Так. Брат, ты немножко не прав, что Израиль пришел в чужие земли. Что будет, если я приду к тебе домой в гости, а через 70 лет я говорю тебе: проваливай. На месте твоей высокоэтажки земли моего прадеда. Исмаил Валиуллин, я это столько раз уже обсуждал и рассказывал, что я сейчас возвращаться не буду. Это твоя позиция. А мне мой Коран говорит, что на этой земле 1000 лет жили евреи. И мне не нужно доказывать, кто кого-то пришел куда-то. Если их изгнали из своей земли, если мы были
депортированные в Сибири, Казахстан, прожили 13 лет в Казахстане, и потом мы вернулись на свою землю. Это не значит, что она перестала быть нашей. Понимаешь? Так вот, евреи там жили 1000 лет. И еще 1000 лет будут жить. Понимаешь? Им она нравится, они любят ее. Это их родная земля. И отказывать им в праве не имеет никто. В этом праве им отказывать. Никто. Я, как чеченец, точно не имею права им отказывать в этом. Вообще никто не имеет. Арабам оставить нужно свой этот арабский национализм и арабский империализм. И строить нормальное свое государство, сосуществовать. Почему арабы жили под английским протекторатом, почему жили под османами, а по соседству с евреями жить не хотят. Вот задай ответ на этот вопрос. Это все пропаганда. Причем пропаганда, примешанная религией. Какой-то Алякс они спасают, третье, десятое. Они сейчас, вот эти террористы, которые напали на день рождения Путина, отвлечь внимание от Украины, вот эти арабы, они знаете, что объявили? Это же легион, это же вот пропаганда, как она работает. Они объявили, что они идут спасать мечеть Аляксу. Только мечеть Алякса, она вообще в другой стороне находится. И эти женщины, безоружные мужчины и дети, и животные, кого они там стреляли, никак не могут способствовать спасению якобы погибающей там Алякси. Это сделано было для нас, чтобы нас сделать соучастниками, чтобы мы пожалели их, а не евреев. Правых евреев, безоружных евреев, чтобы мы не жалели, а вот этих вооруженных ублюдков мы пожалели. Вот это сделалось. А я не ведусь на эту пропаганду, и вам не советую. И сижу, вам это объясняю. Не ведитесь на эту пропаганду. А они, вот эти террористы, вот эти и русские, вот эти КГБ, ГРУ там, где участвовала, ФСБ, это все организовывало. И вот эти ЧВК, российско-иранская ЧВК Хамас, которая в этом все принимала участие. Они меня за это ненавидят, проклинают и днем, и ночью в интернете про меня гадости пишут, что я якобы не мусульманин. А так вот, я мусульманин, я их не считаю мусульманами, понимаешь? И свою религию, свою веру никому отдавать не собираюсь. Только за то, что они больше себя бьют в грудь и говорят, что они какие-то исламские джихады, какие-то хизбаллахи, там, и так далее, и так далее. Идете вы все лесом. Мы, чеченцы, проверили, насколько вы мусульмане. Весь мир мы увидели, насколько он мусульманский. Насколько он сожалеет, как он сострадает. Почему никто не обращает внимания? Реально, если мусульмане, мы должны сопереживать по религиозному признаку. Мы должны сопереживать уйгурам, которых именно за то, что они евреи, и за то, что они мусульмане их преследуют. Заметьте. Не земля, там спор идет. Просто у меня сегодня пост. Я живу в Германии. Вот эта Германия, у нас, например, в Германии, немцы на официальном уровне нас поздравляют. Понимаете? Даже дошло до того, что в школе учительница, было 2 ребенка в классе, у которых был пост. И она попросила весь класс поддержать его, и один день давайте не будем пить воду, школьное время, пока мы в школе, чтобы прочувствовать, как это тяжело им, как они за свою веру переносят тягости. Страданиями это не назовешь. И тут начали, кстати говоря, русские начали критиковать, как это детям пить. Она никому не запрещала, она предложила просто, давайте поддержим. Это как она хотела сказать, что мы не должны делиться. Понимаете? Вот что такое уважение к вере. Вот что значит вера. А не вот то, что он придет, отрубит кому-то голову и скажет, я там мусульманин там и так далее. Нет, так не делается. Так делают радикалы и террористы. Но Израиль жестко ответил палестинцам в итоге. Ну, во-первых, я палестинцами называю всех, кто проживает на территории и Израиля, и Палестины, и даже части Иордании. Так говорят источники в интернете. А я тех, кого сейчас принято называть сектор Гази, кто проживает, называю арабами Палестины.
Это арабское население Палестины. Ну, они проживают в секторе Газа. Да, Израиль ответил очень жестко. Очень жестко ответил. А, и я не могу это поддержать, вот эту жесткость. Я не могу отказать евреям в том, чтобы они защищали свое государство и своих женщин и детей. И это было бы сверх несправедливо, когда 3 поколения, во-первых, евреи начали с того, что их уничтожали за то, что они евреи и сжигали в печах. И я был в концлагерях здесь, в Германии, здесь под Мюнхеном есть, и в других местах есть эти лагеря, где людей сжигали просто. Ты еврей, тебя сжигают. Я представил чеченцев на их месте просто. Я себя поставил на их место. И знаете, это не очень приятные ощущения и ассоциации, когда вы реально, ты ничего не сделал, ни твоя мама ничего не сделала, ни твой ребенок ничего не сделал, а тебя на глазах их убивают. Травят газом, есть специальные комнаты, заводят. Но это другая история. Печальная, страшная история. И немцы очень сожалеют об этом. Я знаю, искренне сожалеют. Но сейчас они 3 поколения евреи боролись за то, чтобы больше их не сжигали в печах. Своих женщин, своих детей они заставляли идти в армию, принимали законы для этого, служили все, научились стрелять, научились осваивать. Они стали нацией воинов. И вот когда люди столько вложили сил, средств, поколениями, со всего мира оставляют прежнюю жизнь, возвращаются на пустое место и созидают, чтобы свою страну поднять. Тут какие-то мерзавцы, террористы считают, что для дня рождения Путина нужно отвлечь внимание от Украины. А ну-ка давайте-ка убьем несколько сотен, сколько сможем. И убивают там 1200, да, информация такая. Несколько сот берут в плен, забирают с собой. Ну, куда это годится? И что, они должны это оставить? Я еще раз говорю, это очень сложная позиция. Евреям не нравится, что я их безоговорочно не поддерживаю. А с другой стороны, моя задача быть объективным. Только тогда я себя буду уважать. И нужно, может это будет обидно, нужно признать, что на Востоке, хотя нас постоянно русские ассоциируют с Востоком там, и так далее, жестокость, она подавляется очень большей жестокостью. И арабы Палестины, арабы сектора Газа проявили очень большую жестокость. Лицемерную, циничную, обзывая это защитой Аляксы, привлекая весь мир, день рождения Путина. Я надеюсь, все руководство Хамас будет полностью привлечено к ответственности. Ни один никогда от них не уйдет от ответственности. Я очень на это рассчитываю. Я буду аплодировать этому. Но при всем при этом нужно понимать, что люди, которые живут в секторе Газа, они сейчас находятся в тяжелом положении. И им нужна гуманитарная помощь. Их нужно как-то не дать им умереть с голоду, что-то сделать. И этот вопрос вообще нужно решить раз и навсегда. И вместо того, чтобы весь мир высказывал озабоченности, создали бы 2 государства, как ООН еще давно это решила, в 1948 году и в 1947 году. И все, и жили бы. Но нет, кому-то нужно это, значит. Друзья, об этом можно говорить много и много. Завтра в это же время, после обеда, в районе 16 часов по Берлину, по немецкому времени, это по Москве это будет 17 часов, по городу Джахару это будет 17 часов. Я снова выйду в эфир, и мы поговорим, а завтра еще вечером в 8 часов, я думаю, мы еще поговорим с Аядом Идиговым, с единственной легитимной, настоящей чеченской властью, сопредседателем Президиума Чеченской Республики Ичкерия, Аядом Идиговым, может быть, как раз там будет и Алла, она иногда бывает у нас там на стримах, и Алла Дудаева. И давайте оставим что-нибудь, как говорится, на завтра. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. О Аллах, благослови Америку. До свидания, друзья.
Всего хорошего.